Вы работаете над проектом «Честные люди» только из-за денег? Верю в идею, верю в миссию. А вы голосовали в 2020 году? Нам сказали, что это небезопасно для нас. У вас есть доказательства, что выборы в Координационный совет в 2024 году были сфальсифицированы? А что там, кому фальсифицировать? А вы сами голосовали? Сама я не успела проголосовать. А колькі гадзін было на гэтае галасаванне? Да, здесь совершенно тупая ситуация. Поддерживаете ли вы идею Андрея Егорова о признании легитимности Лукашенко? Вот чего не сделает оппозиция внутри демократического движения, чтобы прозвучать трезво, свежо и попасть в заголовки? Як вы ставіцеся да яго выказванняў? Ну, в смысле, ну камон, а чем мы занимаемся все, за что мы сражаемся? Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы», у якой вядомых беларусаў правяраюць на паліграфе. Падчас тэставання фіксуюцца фізіялагічныя параметры арганізму паводле некалькіх крытэраў. Затым гэтыя рэакцыі аналізуюцца, каб ацаніць дакладнасць паведамленай інфармацыі. Сёння прайсці правяранне на паліграфе наважылася кіраўніца ініцыятывы «Честные люди» Алена Живоглот. Алена, вітаю. Вітаю. Дзякую вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Зараз вы праходзілі нашае тэставанне на паліграфе. У мяне ўжо ёсць адказы на ўсе пытанні, і мы з вами можам пачынаць. Дякую, пачинаем. Вы работаете над проектом «Честные люди» только из-за денег? Нет. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Дзеля чаго? Верю в идею, верю в миссию. Это место, где я реализую свою миссию, совпадают ценностно. Поэтому идея, ценности, миссия. Верю в Беларусь, в белорусов, белорусок. Верю в команду свою, тоже немаловажно. Честные люди — это про призвание, про реализацию себя. Якая асноўная мэта гэтай ініцыятывы? Критически мыслящие, политизированные белорусы и белоруски. Неравнодушные. Строим гражданское общество. Наколькі разумею, што праект стаў існаваць з 2020 года толькі. Што ўдалося ўжо стварыць, чаго уже досягнули? У нас есть показатели, на которые мы можем замерить, это то, чем мы занимаемся. В буквальном смысле это мы можем сказать 2020 год, сколько белорусов и белорусок поучаствовали в платформе «Голос». Да? Это тоже показатель, на результат которой влияли и мы, в том числе, да, честные люди. Сколько было независимых наблюдателей в 2020 году. Если мы говорим про сейчас деятельность нашу, то это в большей степени уже про медиакомпании, медиапродукты, сколько просмотров собирает ролик на Ютубе, как люди откликаются на него, сколько они посмотрели этот ролик. То бок зараз вы робите видеоконтент? Ну да, все больше мы уходим в YouTube. Последний год мы прокачали, да. Як шмат людей глядяць гэта? Разные показатели. Сейчас там будет вопрос про органику, про платный трафик, количество просмотров, если бы мы не рекламировали контент и находились только вот в своем пузыре, в активе, было бы сильно меньше. Но по-разному. У нас есть большие релизы, надо открыть YouTube. Большие релизы фильма, например, как про тюремную систему, там был 1 миллион просмотров. Гэта на рекламе? Да, это с рекламой вместе. Колькі яна каштуе? Могу, наверное, сказать, например, в грантовой, вот если мы оформляем заявку на грант, да, там есть создание контента, по сути, или там его рекламирование, то, чтобы сейчас не соврать, наверное, около 10% это реклама контента будет против стоимости его создания. Не шмат гэта, як вы лічыце? Я считаю как раз-таки, что это рациональная трата денег, потому что я слышу стратегию и рассуждение о том, что вот мы видим живой трафик, органика, который много комментирует, оставляет комментарии в смысле под видео или под вашими постами, участвует в дискуссии. Ну, на мой взгляд, это такое заблуждение и отчасти самолюбование, потому что пузырь, в котором находятся демократические силы, и независимые медиа в том числе, и НГО, которые создают контент, и политики, это все-таки пузырь, это не равно вся Беларусь покрытие. Алгоритмические ленты, будь то Ютуба, будь то Инстаграма, не работают таким образом, что сейчас ты ими управляешь, да, этим контентом. Плюс люди боятся, люди отписываются в реальности. Поэтому что лучше?
доставить через рекламу, показать объявление рекламное человеку, который бы не увидел независимые медиа, не увидел бы никакой контент, показать ему, и он делает выбор, смотреть или не смотреть. И не потратить никакого ресурса, чтобы попытаться доставить ему этот контент. Но я выбираю попытаться. И дальше я думаю, что в этом есть задача расширять аудиторию. Согласны ли вы с тем, что средства, выделенные на проект «Честные люди», расходовались рационально? Да. Проект «Честные люди» обманывал белорусов? Нет. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Праект «Сумленныя людзі» сапраўды не падманваў беларусаў. А ці пагаджаецеся вы, што сродкі, выдаткаваныя на праект «Сумленныя людзі», выдаткоўваліся рацыянальна? Да. Але да, на гэтае пытанне ў нашага поліграфу ёсць сумневы. Як вы лічыце, чаму? Почему сомневы? Не знаю. Мне кажется, что я довольно уверена. Почему может быть сомневы? Пра што маглі падумаць у гэты момант? У меня нет сомнений в том, что управляем мы бюджетом рационально. Ну, типа, можно, наверное, сомниться, рационально ли мы тратим ресурс, что сейчас в Беларуси, ну вот, например, идут выборы, да, и мы говорим, что нужно приходить на участки, ставить против всех, нужно распространять правдивую информацию, нужно коммуницировать с белорусами. Но я убеждена, что это нужно делать, это рациональные траты денег на создание этого контента, потому что кто другой, если не мы, будем коммуницировать на белорусов внутри Беларуси. Можно ли поставить под вопрос, типа, сейчас нет перемен быстрых? Можно, но я не знаю, почему так полиграф показал, я не ставлю под сомнение, что это нужно делать. Члены вашей семьи получали доходы от проектов, связанных с проектом «Честные люди»? Да. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Хто менавіта? Хто з вамі яшчэ з вашай сям'і працуе? Это сестра и мама. Трэба паставіць кропкі над «і», бо для людзей дзіўна, што з вамі працуе ваша сям'я. Гэта выглядае як кумаўство. Сама я жестко отношусь к какому-либо проявлению игры в поддавки или вот этому кумовству, если на работу принимают, потому что он мой родственник. У меня был опыт работы с моими родственниками и до 2020 года. Это не тот случай. Это люди, которые, там, моя сестра, которая компетентна, которая занимает эту позицию, потому что она профессионально соответствует требованиям и качествам, и ценностно совпадает. Поэтому она работает в «Честных людях». Здесь, наверное, тоже важно, наверное, что изначально в движении, когда мы были, да, мы не были организацией, то там сестра Зарина и мама, они подавались в наблюдатели. Я была тоже одним из волонтеров движения «Честные люди». То есть тут никто никого не принимал на работу, да, и они уже были в движении. Когда мы зарегистрировались, стали организацией, понятно, что я как директор организации уже, по сути, принимаю решение, да, подписывать ли договор трудовой или не подписывать. Вот. Но это история про работу. Если бы работа выполнялась плохо, то я бы даже с большей вероятностью быстрее бы пришла, мне кажется, к своей сестре и бы сказала: сори, ты, мне кажется, как-то не очень дотягиваешь, может быть, тебе стоит, не знаю, отдохнуть или поискать еще где-то работу. То есть это точно мне не стыдно, мне не неловко. С мамой другая история, это помощь с документами. Я написала, на самом деле, в состав борда организации, окей ли вы с тем, что это будет моя мама. Потому что это неоднозначно, да, тут по компетенции вопрос, как проверять. И все, команда, борд сказала, что да, окей. И, кстати говоря, у мамы сейчас не я прямой руководитель, на самом деле, в организации. Есть ли доказательства того, что выборы в 2020 году были сфальсифицированы? Да. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Якія доказы? С отдельных участков для голосования, то есть 2020 год, что происходило, и там мы, я имею в виду «Честные люди», непосредственное участие принимали в этом. Мы организовывали наблюдателей сразу, наблюдатели не зарегистрировали, не запустили, мы наблюдали снаружи, но даже, мне кажется, по данным наблюдателей, которые снаружи это по белым лентам считали, там уже можно было говорить о том, что явка сфальсифицирована. Прямые доказательства — это сравнение фотографий бюллетеней для голосования, которые
которые люди заливали на платформу «Голос» с данными, которые были вывешены в протоколах по итогам голосования на участках. И на отдельных участках, мы на самом деле в отчете это готовили, я сейчас, конечно, не вспомню, там, сколько этих участков было, на отдельных участках было видно, то есть была зафиксирована фальсификация, потому что число проголосовавших за Тихановскую, и мы имеем подтверждение в виде фотографий бюллетеней, что они голосовали за Тихановскую, выше, чем было по официальным данным избирательной комиссии. А вы голосовали в 2020 году? Нет, в 2020 году я не голосовала. Мы выехали из Беларуси 4 августа. Это был первый день досрочного голосования. План был голосовать в Киеве. Но дальше тут два фактора. Первый, то, что мы сидели вот так вот в этом своем доме в штабе и обрабатывали эти данные от наблюдателей, от всех, но это не ключевой. Ключевой, наверное, был то, что нам сказали, что это небезопасно для нас. Мы вылетали, уже был аресты из состава людей, из состава честных людей, команды. То есть мы были в такой первой волне, на самом деле, репрессий. Через день, когда мы вылетели, пошли фильмы пропагандистов и продолжали задержание и аресты наших сокомандников в Беларуси. Нас обратили внимание КГБ и пропаганда, нас подсвечивали, и нам, честно говоря, даже не знаю, насколько там кто там был безопасником, нам говорили о том, что не стоит ходить на участки, ну и все, и мы не пошли на участки для голосования. Гэта быў 2020 год. Ці не падаецца вам дзіўным, што вы са свайго боку агітавалі людзей ісці галасаваць у Беларусі, але самі, знаходзячыся па-за межамі краіны, не пайшлі? Я бы сказала, что мне здесь вообще ни за что не стыдно. Я бы даже как-то, может быть, себя почувствовала жертвой и избавлялась от этого состояния жертвы какой-то определенный период времени, потому что, по сути, я пропустила, ну, вот такого в истории Беларуси больше не будет. Я не была на протестах, я не была в очередях на участках для голосования. Вы не голосовали? Я не голосовала. Мне потребовалось немало времени в терапии, чтобы чтобы принять тот факт, что я делала важное, нужное тоже, и что вот я пропустила важное и не сходила на голосование. Ну, даже я не столько, на самом деле, о том, что я не проголосовала, жалела, сколько о том, что я вот не была в движении, не была на протестах, не была на маршах, я не была ни на одном марше в Беларуси. Ну да, это вот моя боль, что я пропустила, что я вот наблюдала за этим в эмиграции. К сожалению, так. У вас есть доказательства, что Светлана Тихановская проиграла на выборах президента 2020 года? Нет. У вас есть доказательства, что Светлана Тихановская победила на выборах президента 2020 года? Нет. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Як мы можем тады лічыць, што яна ўвогуле перамагла? Я не называю, на самом деле, я никогда не говорила, что Тихановская победила на выборах, я не говорю так. Вы не лічыце, што Светлана Тихановская перамагла на выборах? Могу ли я утверждать, что она победила на выборах? Не могу, так будет правильно сказать, поэтому я так и ответила. Думаю ли я, что она победила? Да, я думаю, что она победила. Я думаю, что она победила. Если бы у нас были данные, вот если бы мы обладали реальной информацией, то я думаю, мы бы увидели, что Тихановская победила. Але вы не сцвярджаеце дакладна, што яна... Да, все так. Все так. Ну, нету фактической информации. То есть я говорю о фактах, которые мы имеем. То мы имеем факты о том, адсотак, што на выборах перамог Лукашенко? Допускаю ли я вероятность, что на выборах перемог Лукашенко? Я не допускаю. Я не думаю, что перемог Лукашенко. Но это разные вопросы. Как я думаю и есть ли у меня доказательства этого. Ці маеце вы доказы, што Светлана Тихановская прайграла на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года? Нет, не маю. Это такой же вопрос. Ну, типа, нету доказательств обратно. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. У вас есть доказательства, что выборы в Координационный совет в 2024 году были сфальсифицированы? Нет. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Доказаў не маеце, але... Нет, я не думаю. А что там, кому фальсифицировать? Зачем фальсифицировать? А вы самі галасавалі? Нет. Чаму? Вы самі кажаце беларусам, каб яны хадзілі і галасавалі, але самі вы не галасуеце. Более того, я еще и про выборы в Координационный совет говорила тоже, что я думаю, что это было бы правильно, чтобы мы голосовали на выборах в Координационный совет. Але вы не галасуеце.
Да, здесь совершенно тупая ситуация. Я начала, на самом деле, голосование. Я даже помогла родителям разобраться с голосованием. Сама я не успела проголосовать. Да простите меня, Паша Либер и все остальные. Ну, во-первых, потому что интерфейс просто капец. Вот эта вот маленькая строчка, такой гиперссылочка, которая там подшита. И я начала сразу голосовать, потом отвлеклась от этого всего, покряхтела, что такой непонятный интерфейс. И потом... Короче, что-то мы либо сдавали какой-то проект, либо что-то делали экстренно, и все, я потом смотрю, и уже времени, там по белорусскому времени заканчивалось, я просто не успела. Хотя я уже была уверена, за кого я буду голосовать, уже всю эту инструкцию, уже даже прокомментировала ребятам о том, что не так в этой инструкции, чтобы проголосовать, и не проголосовала. А колькі гадзін было на гэтае галасаванне? Я не помню, честно говоря, не знаю сколько. Дзень? Ну да, наверное, может, я не знаю, может, и 3 дня, я не знаю, честно говоря. І за гэты час вы не паспелі гэта зрабіць? Ну да, ну типа, тут как бы хотите вы меня уличить в том, что я умышленно не голосовала? Не, я хочу задать пытанне, як вы можете казаць беларусам, каб яны былі актыўныя? Как я могу говорить белорусам, чтобы они были активными? Могу ли я желать добра или могу ли я говорить о том, что правильно читать книжки, если я сегодня не прочитала книжку? Мне кажется, что могу. Могу ли я найти оправдание себе, почему я не проголосовала на выборах в КС? Могу, но вот в отличие от выборов в Беларуси и выборов в КС, я не могу сказать, что вот я испытываю стыд, вот если искренне, да, что я не проголосовала на выборах в КС. У вас есть доказательства, что спецслужбы Беларуси вмешивались в выборы Координационного совета в 2024 году? Нет. У вас есть подозрение, что спецслужбы Беларуси вмешивались в выборы Координационного совета в 2024 году? Да. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Да, спецслужбы вмешивались, потому что там кто там, Тур приходил, да, и делал вид, что он юзер, который пытается проголосовать, или, как я понимаю, вот эти атаки были, DDoS или не DDoS атаки, то, о чем говорил Паша Либер, да, то есть, по сути, это и есть вмешательство спецслужб в выборы, или аресты членов Координационного совета, да, в период выборов, давления, то есть, ну, это и есть, получается, вмешательство спецслужб. Гэта ёсць доказы? Усе? У меня нету. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Што, па сутнасці, доказаў няма. Ну, мне кажется, что если посмотреть, короче, в медиа, даже полистать, я думаю, что где-то, по крайней мере, по технической части, мне кажется, что была эта информация, что атаковали спецслужбы сайт для голосования. Вы бы хотели, чтобы Светлана Тихановская покинула свой пост? Нет. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Вы б хацелі, каб Светлана Тихановская стала президентом? Президентом не президент-элект, что мы сейчас говорим, да, в изгнании, а в Беларуси. Мне кажется, что Светлана просто сама бы не хотела, да, хотела бы я вот такого, чтобы вот ей пришлось, да, опять, потому что мне кажется, что вот ей пришлось сейчас быть национальной лидеркой, ей на плечи положили эту ответственность. Я бы не желала этому человеку вот такое вот понуждение, такой необходимости. Думаю ли я, что она бы могла быть хорошей президенткой с ее опытом? Да, я думаю, что вполне. То есть я могу предположить, что когда будут честные выборы, и если Тихановская будет в бюллетене для голосования, я могу предположить, что я буду думать, может быть, за Светлану нужно голосовать. А чаму за яе? Што яна зрабіла за гэтыя 4 гады? Я уверена в том, что она действует в интересах белорусов. Но опять-таки вопрос, какие еще будут кандидаты, да? То есть, если мы представляем, там, когда мы не знаем, это условно пророссийские кандидаты или нет. Тихановская однозначно действует в интересах белорусов и белорусок. На вашу думку, што за гэтыя 4 гады удалося ёй зрабіць для беларусаў, дзеля беларусаў? Режим признан нелегитимным, и выборы признаны нелегитимными. Кроме того, что мы подготовили отчет о фальсификациях, есть еще большой кусок работы на дипломатическом уровне.
на международном уровне. И это результат работы, в первую очередь, Тихановской. То есть если бы не было у нас Тихановской, называя она себя символом изначально, да, она отнекивалась там от этого статуса национального лидера, национальной лидерки или там, президента, то не было бы такого результата. И это в первую очередь результат того, что есть Тихановская, ну там ее команда рядом. Поэтому то, что режим не рукопожатен сегодня, это в первую очередь заслуга всех белорусов, да, но кто-то должен репрезентировать, да, деятельности Светланы Тихановской. То, что есть объемы помощи гуманитарной гражданскому обществу Беларуси, семьям политзаключенных, это во многом результат работы Тихановской. То есть благодаря Тихановской мы открываем двери на высоком уровне. То, что есть признание Беларуси, как и Беларусь есть в повестке, да, это благодаря Тихановской. Ці лічыце, што тое, што яна зрабіла, гэтага дастаткова? Нет, ну типа сделала все, что могла, да, достаточно ли этого, нет. Вот так. Каго б вы хацелі бачыць прэзідэнтам Беларусі? За кого бы я проголосовала? Золотушка. Ну давайте список, скажите, какой список вы называете, из кого я выбираю? Латушка, Цепкала, Поздняк, Тихановская. Ну, я могу сказать, что я бы не голосовала за Поздняка, я бы не голосовала за Цепкала, Латушка или Тихановская. Я вот знаю, что вот ну, нужно хотеть, но Светлана не хочет. Я верю в искренность Светланы Тихановской, что она не хочет быть президентом. И когда будет возможность уйти с этого поста, она с него уйдет. Я вот реально верю в это. За Латушка бы голосовали? Ну да, из всех я бы голосовала за Павла Павловича. Вы прекратили работу с Павлом Латушко из-за плохого отношения с его стороны по отношению к вам? Нет. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. А чаму? Калі бачыць яго прэзідэнтам? Почему я ушла из НАО? Потому что, ну, наверное, самый короткий ответ – ценностное расхождение. По-разному мы смотрим с Павлом Павловичем на то, что такое команда, на как выстраиваются отношения друг с другом. Я вообще не сомневаюсь в мотивации Павла Павловича, я его уважаю, он делает большой вклад для движения, не ставлю это под вопрос. Но когда мы собирались в 2020 году, это такое было оперативно-операционное сотрудничество. Это было состояние, что мы разграмливаем режим, долбим режим, да, и это одна мотивация и одна логика. Ты собираешься на краткосрочный период, и это, ну, мне кажется, что Павел Павлович идеальный вот, как бы напарник, если можно так сказать, да, лидер, который может лидировать в такое направление. И когда проходит 1,5 года, и ты понимаешь, что дальше ты будешь жить жизнь, продолжать, тебе приходит осознание, что вы не на месяц и не на 2, что вы не возвращаетесь сейчас в Беларусь, что вы что-то строите, а с чем-то сражаетесь. И здесь ты выбираешь, окей, а готова ли я, то есть насколько это честное и эффективное использование меня в команде НАУ или в команде Павла Павловича Латушко. Это тоже такой происходил перекос, на самом деле, на мой взгляд, из команды НАУ в штаб Латушко. Это тоже не то, на что вот, как бы, не тот проект, в который я включалась, да, я приходила не в штаб Латушко, я приходила в команду НАУ. Вы не хотели отдавать цалкам свой ресурс НАУ? Ну, да. Вы хотели, каб у вас было свое особистое жыццё яшчэ? Да, да. Ну, то есть в 22 году ты начинаешь думать о том, что вот где бы ты еще пожить немножко, да? Не знаю, сходить к стоматологу за 3 года, за 2 года. Поддерживаете ли вы идею Андрея Егорова о признании легитимности Лукашенко? Нет. Вы бы признали легитимность Лукашенко, если бы точно знали, что политических заключенных освободят? Да. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Цяжка было б прызнаць? Всех политзаключенных, если я просто признаю, ну, конечно, да. Ну, типа, если такой выбор есть, то, конечно, да. Просто Але настолько... не ад сэрца. Ну да, просто это настолько как бы нереалистичная ситуация, что ты можешь сказать, ну, а чем я там поступлюсь, да? Ці падтрымліваеце вы ідэю Андрэя Ягорова наконт прызнання легітымнасці Лукашэнкі? Вы адказалі? Не. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Як вы ставіцеся да яго выказванняў?
Ну вот и продолжаю мысль начатую, да, одно дело рассуждать, а вот если будет такая ситуация, нужно ли признать? Ну да, какая-то вымышленная ситуация, я говорю, конечно, камон, все политзаключенные, и Лена Живоглот говорит, я признаю легитимность Лукашенко. Но я бы, может, не только такое сделала, чтобы отпустили политзаключенных. Но если говорить про высказывание Андрея Егорова, ну при всем уважении, я даже не до конца могу поверить, что Андрей сам вот искренне верит и убежден в том, что он говорил. Вот чего не сделает оппозиция внутри демократического движения, чтобы прозвучать трезво, свежо и попасть в заголовки. Вот я так характеризую это. Я не могу поверить, что человек из демократического движения на полном серьезе считает, что окей, сегодня говорить о легитимности Лукашенко. Ну в смысле, ну камон, а чем мы занимаемся все, за что мы сражаемся? Я даже вот искренне не могу поверить, что Егоров бы сам признавал вот легитимность Лукашенко. Ну вот мне кажется, что это был какой-то типа такой свежий ход, встряхнуть. Я думаю, что это тоже, это не только относительно Андрея Егорова, есть вот этот вот тренд на такую популизм, публицистику такую, ну, такие игры, может быть, в рейтинге или в свежесть решений, да, когда мы начинаем осуждать, там, стратегия 4 года не работает, да, нам нужно поменять стратегию. Супер, давайте, какие шаги? Вот кроме того, что мы сделали лозунг, что мы признаем легитимность Лукашенко. Извините, а кто-то вас спрашивал, Лукашенко типа переживает, что вы признаете его легитимность, там пустите поверенных, и тогда я отпущу. Ну так же не разыгрывается даже карта, да? То есть это какое-то конструирование, моделирование реальности такой, чтобы выдать такое некое свежее решение. В том, что не работает стратегия Демсил сейчас, ну тут такой легкий ответ. А если бы признали легитимность Лукашенко, то сработало бы? Ну и тогда вот тем, кто готов пробовать какую-то альтернативную стратегию или признавать легитимность Лукашенко, ну окей, давайте, сделайте. Вы сразу убедите демократическое движение в этом, а потом уже посмотрите, что еще и Лукашенко скажет. Считаете ли вы белорусские демсилы эффективными? Нет. Верите ли вы в то, что режим Лукашенко сменится благодаря оппозиции? Да. Але ў нашага паліграфу ёсць пытанне. сумневы. Думаю ли я или верю в то, что чисто благодаря оппозиции, только демсилам? Нет. Ну вот мы немножко коснулись этой темы в предыдущих вопросах. Я думаю, что без деятельности демсил, там, Тихановской и вообще в широком смысле движения невозможно это, невозможно сменить режим. Но и без внешнего давления, без соучастия, будем называть пропагандист коллективного Запада, да, это невозможно. Поэтому тут вот такой вопрос. Короче, верю я во вклад и в то, что они повлияют, да, но только ли? Нет. Ці лічыце вы, што беларускія дэмакратычныя сілы эфектыўны? Нет, тоже я вагалась с этим ответом на вопрос. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Угу. Вы сапраўды не лічыце іх эффектыўным? Да, но вот я потом подумала, ну эффективность это что? Это отношение затраченного времени к результату. Можно работать сильно эффективнее. Моя профессия менеджер в первую очередь. Я вижу очень много неэффективных процессов. Што трэба змяніць, каб гэта было эффектыўна? Люди ж працуюць, заробкі атрымліваюць. Можно ли оправдать неэффективность? Очень много чем можно оправдать. У нас с одной стороны есть протогосударственные структуры, с другой стороны у нас нет механизма понуждения, механизма наказания за несоблюдение договоренности. Да? У нас не было прописанных правил, то есть мы создаем какую-то систему создают люди, которые не работали раньше вместе, которые не знают друг друга, которые все время вливают дезинформацию, которых КГБшники вкатывают неплохо вот этого подозрения друг к другу, а вы и так собрались вместе, большое количество умных, профессиональных людей, которые работали раньше по отдельности, по своим правилам. Они вливаются сюда, им нужно работать, параллельно писать какие-то правила взаимодействия, чтобы это было прозрачно, чтобы люди доверяли друг другу. И это получается неэффективно, что логично. То, как долго договариваются в демсилах, это тоже удивительно. Это про доверие, про амбицию, возможно, про уверенность, там, не знаю, в своей стратегии. Может быть, про отчаяние тоже, да? Ты не знаешь, как лучше, тебе не нравится никакое решение, потому что хороших решений просто нет.
и при этом ты осуждаешь чье-то решение. Это тоже усталость, может быть, и это тоже контрэффективно. Это, ну, люди тратят много времени на просто убедить друг друга в том, что лучше решить этот вопрос вместе, да, а не на решение. Поэтому, ну, сложно нам. Это не потому, что люди плохие или не желают эффективно работать, или там не потому, что вот, там, я слышу такие закиды, да, что кто-то, не знаю, отрабатывает зарплаты. Нет, совершенно. Я убеждена, что большинство, но я не могу говорить про всех, но с кем я встречаюсь, это про искреннее желание сделать как лучше. Просто не всегда получается. Атрымліваецца як заўсёды. Да, по-разному бывает. Лена, а гэта былі ўсе пытанні. Дзякуй вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі, і дзякуй вялікі за вашу шчырасць. Дякую. У нас у гасцях была кіраўніца ініцыятывы «Сумленныя людзі» Алена Жабаглот. Гэта была праграма «Шчыра кажучы», я вядоўца Арына Маліноўская. Да сустрэчы.